Одного отпустили, второго посадили. Суд над бывшими мэрами Бишкека Албеку Ибраимову дали 15 лет. Остальные отпущены из зала суда. Погибший пограничник Равшан Муминов посмертно награжден медалью «Эрдик». Госнаграду супруги военнослужащего вручил глава государства. Скорбит народ Кыргызстана. Не стало Болота Шамшиева. Церемония прощания с легендарным режиссером пройдет завтра в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета. На рынке Кудайберген обнаружены черепахи, змеи и осьминожки. Горожане восхитились творениями продавцов рынка. Эти и другие новости сегодня в эфире. Здравствуйте, в студии Айджан Казакбаева. Один вышел из зала суда, второй был отправлен за решетку. Сегодня Ленинский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывших мэров столицы Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова, а также ряда чиновников, которых обвиняли в коррупции и служебном подлоге. Так, бывший мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов был освобожден из зала суда. И, как он отметил, покидая здание, такого решения он не ожидал. А другому экс-мэру столицы Албеку Ибраимову назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы. В зале Ленинского райсуда не нашлось помещения, которое могло бы вместить всех журналистов и родственников подсудимых. Кто не поместился в зале заседания, дожидались вердикта служителей Фемиды уже в коридоре. Оно и понятно. Это одно из громких дел на скамье подсудимых. Более 10 человек, два бывших градоначальника столицы Албек Ибраимов и Кубанычбек Кулматов. Так, по версии следствия, при строительстве школы Кулматов и Ибраимов нанесли госбюджету ущерб в размере 95 миллионов сомов. В 2014 году Кубанычбек Кулматов незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией для строительства школы в жилмассиве Калыс-Ордо. 5 июня прошлого года его арестовали, и сегодня решением суда он был отпущен на свободу прямо из зала суда. При этом суд назначил Кубанычбеку Кулматову штраф в 5 миллионов сомов. Но я не знаю, что сейчас чувствовать, да, потому что надо прийти в себя, потому что неожиданно совершенно. Какой абсурдный был. Как договор. Ничего не закрыто. Я сейчас забираю домой, и на этом все. Я хочу к дочке, я хочу дочка домой. 2 года не видела. Я как юрист, как адвокат считаю, что это несправедливо и незаконно в любом случае. Свобода – это прекрасно, но обвинительного приговора здесь не должно было быть, по школе тем более. Почему? Потому что нет доказательств, нет виновности. Вот это, к сожалению, пока осталось. Как мы будем действовать дальше, я думаю, что это будет ясно после консультации с Кулан Кенешичем. А второй бывший мэр Албек Ибраимов сегодня был осужден на 15 лет. Его имя фигурировало не только по делу Кулматова. Бывший градоначальник проходил обвиняемым еще по нескольким уголовным делам. Продажа по заниженной стоимости пансионата «Солнечный берег», закупка ТНК «Дастан», специальных изделий по завышенной цене, коррупция при предоставлении муниципальных земельных участков. Ранее гособвинение просило осудить Ибраимова на 20 лет заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности на 3 года. В Ленинском районном суде закончилось разбирательство по уголовному делу в отношении бывших мэров столицы Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Албека Ибраимова приговорили к 15 годам лишения свободы, ну а Кубанычбек Кулматов должен выплатить сумму около 5 миллионов сомов. Также бывшего руководителя УГУКС мэрии Бишкека Сталбека Умурканова, глав компании подрядчиков строительства школы в жилмассиве Калыс-Ордо Сейткана Алиева и Кубата Шаршикеева приговорили к выплате штрафа и освободили с зала суда. К выплате штрафов также приговорили остальных обвиняемых, проходящих по всем эпизодам. Кубат Хуанчпекулу, Урмат Мамиталиев, НТС. Приговор и депутатский мандат – вещи несовместимые. Но признанного виновного депутата Осмонбека Артыкбаева еще не лишили его депутатских полномочий. Центр избирком, можно сказать, ждет сигнала. Если Артыкбаев, приговоренный к штрафу в 5 миллионов сомов по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ, не решится обжаловать решение первой инстанции, он может стать 4-м народным избранником, у которого отобрали мандат в связи с судимостью. Тем не менее, апелляцию он и его юристы еще не подали. Какой позиции относительно приговора придерживается осужденный и его защита, расскажет Елена Яковлева.
17 дней назад судья Свердловского районного суда Инара Гелезетдинова огласила приговор по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ. На скамье подсудимых были бывшие чиновники, включая 2 экс-премьеров. 4 обвиняемых признали виновными, но отпустили. В том числе 2 приговорили к штрафу. Среди них и действующий депутат Джугурку Кенеша, бывший министр энергетики Осмонбек Артыгбаев. Несмотря на то, что парламентарии обладают неприкосновенностью, это тот случай, когда правоохранительным органам даже не требовалось разрешение Джугурку Кенеша на привлечение Артыгбаева к ответственности. Ведь предъявленная статья была тяжкой – коррупция. Следствие и 11 месяцев громкого суда привели Артыгбаева на больничную койку. Сегодня, по словам его юристов, их клиенту необходимо лечение. Вопрос об обжаловании приговора пока до конца не решен. Вопрос обжалования вынесенного приговора сейчас обсуждается, и апелляционная жалоба будет подана, как только мы определимся с позицией защиты. Что касается выплаты штрафа в размере 5 миллионов сомов, то мой подзащитный внесет его, как только приговор вступит в законную силу. Относительно тех 100 миллионов сомов, внесенных в счет Генеральной прокуратуры, то известно, что данную сумму внесли родственники моего подзащитного как помощь в погашении кредита. Этот добровольный акт помощи был произведен еще до вынесения приговора и никак не связан с виновностью моего подзащитного. Он не согласен с предъявленным обвинением и не признает свою вину. Арестовали Осмонбека Артыгбаева 7 июня 2018 года, спустя 2 дня после предъявления ему обвинения. 1,5 года депутаты ушли на следствие и суды, но он все еще не лишен мандата. Это при том, что регламент Джугурку Кенеша столько прогулов не допускает. 30 неуважительных пропусков сессии Джугурку Кенеша является причиной отчуждения мандата от депутата. И это решает комитет. В конце концов, комитет решает, сколько дней неуважительно пропустил депутат рабочие сессии за сессионный период. По депутату Осмонбеку Артыгбаеву с момента возбуждения уголовного дела ему зарплата не зачисляется. И если он будет оправдан во второй инстанции, тогда будет сделан перерасчет. Но с Артыгбаевым дело уже не в прогулах, а в судимости. Согласно Конституции, депутат и судимость – вещи несовместимые. Если приговор Свердловского суда вступит в силу, ЦИК запустит процедуру досрочного прекращения его депутатских полномочий. Если Артыгбаев решит его обжаловать, то Центр избирком будет ориентироваться на решение апелляционной инстанции. Одним словом, ждать результата следующего суда, то есть или оправдание, или вступление в силу приговора. Если первая инстанция осудила, то, естественно, сторону обжалует в этом апелляционном порядке. Апелляционная инстанция рассматривает и выносит приговор, либо поддерживает, либо отменяет решение первой инстанции. Избирательная комиссия будет рассматривать по результатам апелляционной станции. Если приговор апелляционной станции будет вступать в законную силу, то приговор апелляционной станции будет являться основанием для прекращения депутата, досрочного прекращения полномочий депутата Джугурку Кенеша. Апелляционная инстанция в данном случае Бишкекский городской суд, а его решение вступает в силу немедленно. Так, 1 ноября 2017 года ЦИК лишил мандата Омурбека Текибаева. Горсуд 2 октября тогда оставил в силе приговор Первомайского суда, а решение о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее 30 календарных дней со дня возникновения основания. Поскольку решение суда, вернее, приговор отменен, человек, в данном случае я, не судим. И такого, надо считать, не было. И автоматически все мои права должны быть восстановлены. Но пока мы этого не требуем, я должен заметить, что если даже я выиграю, и Центральная избирательная комиссия выдадут мне мандат, я не намерен возвращаться больше в этот созыв.
Также было и с Аидой Соляновой, однопартийцем Умурбека Текибаева, и Игорем Чудиновым, бывшим бирболовцем. Его признали причастным к незаконной трансформации земель близ Бишкека и назначили ему штраф в 5 миллионов сомов. Приговор попытались обжаловать, но 1 июня 2018 года Горсуд оставил решение первой инстанции без изменений, и оно вступило в силу. 2 недели спустя ЦИК лишил его мандата. В целом 6-й созыв, по данным на сегодня, досрочно уже покинули 37 депутатов. 3 как раз по решению суда. 21 написали личное заявление о желании сдать мандат. 3 в связи со смертью. У 2 выявилось двойное гражданство. Дамирбека Асылбекуулу и Джергалбека Саматова. 7 из депутатов ушли на другие должности. Елена Яковлева, Владимир Кулбалдиев, НТС. При даче взятки в размере 15 тысяч долларов чиновнику задержан представитель иностранной компании. По данным АКС ГКНБ, задержание прошло 19 декабря в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье «Дача взятки». С поличным при передаче денежных средств в размере 15 тысяч долларов был задержан представитель иностранной компании с инициалами ДЧ. Как сообщает пресс-служба ведомства, денежные средства передавались должностному лицу, осуществляющему надзорные функции в сфере недропользования для положительного решения вопроса касательно технического проекта вразрез с интересом государства. В настоящее время ведется следствие. Сооронбай Жээнбеков принял супругу погибшего в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе в сентябре 2019 года военнослужащего Госпограничной службы Равшана Муминова. Со словами соболезнования, отметив, что погибший совершил героический поступок, отдав жизнь, защищая рубежи Родины, глава государства вручил супруге военнослужащего Мухае Муминовой медаль «Эрдик». Как отметил президент, мужество Равшана Муминова является примером беззаветного служения отчизне и настоящего патриотизма. По словам главы государства, со стороны соответствующих госорганов и местных властей семье погибшего военнослужащего будет оказываться необходимая поддержка. Правительством семье Равшана Муминова выделено 2 миллиона сомов на приобретение жилья. Военнослужащий, пострадавший во время конфликта на границе 18 декабря текущего года, переведен в Бишкекский центр травматологии и ортопедии. По данным Министерства здравоохранения, ему должны удалить инородное тело. Его состояние оценивается как относительно удовлетворительное. 3 других пострадавших продолжают получать лечение в отделении травматологии Баткенской областной объединенной больницы. Они уже идут на поправку. Ранее 2 пострадавших были выписаны в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. Напомним, 18 декабря в селе Кокташ Баткенского района произошел конфликт между гражданами Таджикистана и Кыргызстана. В результате столкновений в больницу поступили 6 пострадавших. На нефтебазе города Джалалабад сегодня вспыхнул пожар. Как сообщила пресс-служба МЧС, вызов в пожарно-спасательную службу поступил примерно в 4 часа дня. Огонь локализован был уже через полчаса, а потушен через час. На месте работали 6 пожарных расчетов. Директор нефтеперерабатывающего завода Шаид Ташиев рассказал, что сегодня на нефтебазе проводились очистительные работы, и, возможно, поэтому и произошло возгорание. Жертв среди рабочих нет. После тяжелой болезни в минувшую субботу скончался один из самых известных кинорежиссеров Кыргызстана Болот Шамшиев. Один из отцов чуда кыргызского кинематографа, народный артист СССР и Кыргызстана, лауреат государственной премии. Болот Шамшиев дебютировал в кино в роли актера. Впоследствии он снял около 10 кинокартин, которые вошли в золотой фонд кыргызского кинематографа и принесли ему всемирную известность. В последние годы, когда финансирование кинопроектов в Кыргызстане было приостановлено, кинорежиссер взялся за написание книг. Гражданская панихида по Болоту Шамшиеву состоится завтра утром в 9:30 в здании Кыргызского национального театра оперы и балета имени Мулдыбаева. Болот Шамшиев будет похоронен в Аларче. На этом монтажном столе были смонтированы все мои фильмы. Специально сидела монтажница, монтажеры сидели. Мы месяцами сидели, склеивали каждый кадрик. О том, что один из основателей кыргызского чуда в кино, народный артист Советского Союза и Кыргызской Республики Болот Шамшиев, в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение клиники управделами президента и правительства, СМИ сообщали в конце ноября. У известного кинорежиссера были обнаружены проблемы с печенью и почками, и упало давление. Неделю назад врачи сообщили об ухудшении здоровья народного артиста. А в минувшую субботу, на 79-м году жизни, Болот Шамшиев скончался. Последний месяц он заболел, и мы... Этот весь месяц мы были рядом, и день, и ночь. Мы сделали все силы, приложили, чтобы он выздоровел, встал на ноги. У него были большие планы на следующий год. Так случилось, что его сердце не выдержало.
Кино что такое? Вот можно войти в кино и обратно не выйти, потому что притягательная сила кино настолько мощная, что уже выйти невозможно. Вот есть такая русская поговорка «охота пуще неволи». Вот это и есть. Свою первую награду – гран-при международного кинофестиваля в немецком городе Оберхаузен будущий известный кинорежиссер получил в 1965 году за свою дипломную работу в Авгике научно-популярный фильм «Монасчи». В течение своей жизни мастер кыргызского кинематографа был награжден многими государственными наградами, премией Ленинского комсомола Кыргызской ССР, званиями народного артиста сначала Кыргызской ССР, а спустя 6 лет и Советского Союза, орденами Манаса 2 и 3 степени. Всесоюзную, а затем и мировую славу кинорежиссеру принесли его картины «Выстрел на перевале Караш» и «Алые маки из Сыкуля». Последовавший за ними фильм «Белый пароход» был удостоен приза Международного кинофестиваля в Италии, а его автор – Государственной премии СССР. Еще одна кинокартина Шамшиева «Волчья яма», снятая в 1983 году, стала одной из самых кассовых в советском прокате. Мне посчастливилось работать на 5 художественных фильмах. Если перечислять фильмы такие. Первый фильм, я был вторым оператором на «Алых маках из Сыкуля». Следующий фильм «Эхо любви», тоже по произведению Айтматова. «Белый пароход», «Среди людей» и «Волчья яма», последние 2 картины. Вот жалко, что Холод ушел от нас. Но память о нем останется, конечно, у нас в сердцах и в следующих потомках, потому что он оставил яркий след в истории русского кино, вообще в культуре русской нации. По словам коллег и современников, Болот Шамшиев обладал исключительным талантом находить людей, способных безупречно воплотить режиссерскую задумку. Будь то Талгат Нигматуллин в роли преступника Самата Касымова в «Волчьей яме» или Суймон Кулчук-Моров, ставший наряду с режиссером одним из символов кыргызского чуда в мировом кинематографе. Таланты – это штучный народ. Они толпами не рождаются. Говорят, что у него характер был неприятный, нехороший. Нет, у него характер был хороший. Просто он был требовательный. Он высокий профессионал. Он хотел, чтобы все относились к кино так же, как он. Вот мы его не поняли тогда. И вот так ушел от жизни. Когда мне становилось немножко грустно, я говорил, давайте заведите мне ящики. Вот в перерывах между съемками этот музыкальный ящик играл. Член Союза кинематографистов, депутат Верховного Совета Кыргызской ССР Болот Шамшиев в 90-е годы не снял ни одного фильма. Финансирование кинопроектов в Кыргызстане тогда почти полностью было прекращено. Кинорежиссер работал в Казахстане и успел написать несколько книг. Кроме того, много сил он отдавал национальным видам спорта. В 1995 году он стал автором и продюсером проекта «Тысячемильных скачек по Великому Шелковому пути», а также главным режиссером театрализованного представления, посвященного тысячелетнему юбилею эпоса «Манас». Год спустя, когда впервые были разработаны правила игры Кокбуру, кинорежиссер сам разработал и на свои средства соорудил первый Тайказан. Тайказан, он пришел совершенно случайно. Я увидел в своем творческом воображении. Вот, и когда первые приехали, такой тренер был Хайрбек из Арашана, из совхоза Стрельников. Он спросил Байке, а что это такое вообще? Ну, как объяснить человеку, что это такое? Это непонятное сооружение на площадке. Вот. Я сказал, что если ты хочешь курдак, пешварнак, вот тогда попадешь. Если попадешь, будет курдак. Не попадешь, голодным будешь. Вот такое простое объяснение. В последние годы известный кинорежиссер работал директором Госагентства по туризму и спорту и генконсулом с полномочиями посла в Объединенных Арабских Эмиратах. Был консультантом в 2 театрах в Петропавловске в Казахстане. Для них он написал 1 пьесу, 2 сценария и 1 роман. В этом году, как стало известно, он работал над книгой «Кааба. Храброе сердце». Созданные Шамшиевым фильмы, произведения входят в Золотой фонд кинематографии. Церемония прощания с Болотом Шамшиевым состоится завтра в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета. Болот Исаев, Нурбек Капаров, НТС.
Учебный процесс под угрозой из-за недопонимания родителей и учителей. Сразу 12 педагогов Бишкекской школы-гимназии номер 6 решили уволиться. А значит, оставить почти 800 учеников начальных классов посреди учебного года без должного образования. Всему виной дополнительные занятия, которые просили проводить родители, но запрещало руководство. Конфликт дошел до того, что в ситуацию пришлось вмешаться представителям столичного управления образования. 12 заявлений об увольнении. Сразу 12 педагогов может лишиться одной из наиболее сильных учебных заведений города – школа-гимназия номер 6. Педагоги начальной школы не выдержали придирок со стороны родителей. Постоянные замечания, жалобы – все это делает напряженной и моральную обстановку, и весь учебный процесс. Даже те, кто отдал этой школе большую часть своей жизни, сегодня признаются, что попросту устали работать в условиях постоянного и порой беспочвенного родительского контроля. Бесконечные жалобы родителей, причем абсурдные жалобы родителей по любому поводу, вплоть до того, как обучать детей, как воспитывать. В школе работают профессионалы, учителя с большим многолетним стажем, ветераны нашей школы. И когда приходят молодые родители и, в общем-то, начинают учить учителей, как работать, естественно, это все уже настолько начинает надоедать. Поэтому я понимаю своих учителей и своих коллег. Пределом учительского терпения стала ситуация с дополнительными занятиями, которые, как сегодня утверждают в школе, родители просили проводить после уроков. Подтянуть малышей по одному или нескольким предметам, уделить лишний час своего времени, помочь освоить школьную программу – некоторые педагоги согласились. Это добровольный час, когда они просят учителей работать. Поэтому учителя, когда сказали, что еще оформляются на стадии оформления документы по добровольно-образовательной работе, в это время, естественно, начали учителя, кто-то выполнил просьбу своих родителей. И поэтому, когда попросила я написать объяснительные, почему они работают по доп. Услугам, тут учителя, конечно, сказали, что мы напишем заявление об увольнении. И все учителя подали заявление об увольнении. Представители городского управления образования утверждают, проводить дополнительные занятия педагоги не имели и не имеют права до тех пор, пока не будут оформлены все договоры о предоставлении дополнительных образовательных услуг, соответствующие разрешения, а главное – стоимость этих дополнительных занятий. Родители многие требуют, чтобы здесь они проводили дополнительные занятия. А учителя, у них же по 2 класса, это у них классное руководство, да, и у них физически невозможно провести доп. Занятия. Из-за этого, видимо, с родителями немножко это получилось недоразумение, поэтому они отказались провести дополнительные образовательные услуги, потому что это незаконно. Поэтому и директор школы, администрация школы решила и это все узаконить. И после Нового года, со 2-го полугодия, будут проводиться дополнительные образовательные услуги на платной основе, уже на основании всех документов. И спустя несколько дней после такого учительского всплеска эмоций все 12 заявлений об увольнении были отозваны. Школа работает в штатном режиме, педагоги проводят занятия, а школьники готовятся к предстоящим зимним каникулам и веселятся на новогодних утренниках. Сабина Дамаскина, Сардар Аширбаев, НТС. За 13 лет своего существования школа профессионального непрерывного образования Университета Центральной Азии выпустила более 35 тысяч учеников. Это почти столько же, сколько населения проживает в городе Нарын, в котором расположено учебное заведение. Прослушать курсы по нескольким языкам, информационным технологиям, бухучету и компьютерной грамотности в заведении могут желающие от 6 до 60 лет. В год их число достигает до 2000 человек. По окончании обучения отличившиеся ученики могут рассчитывать на получение гранта, на развитие бизнеса или кредита на приемлемых условиях. Согласно исследованиям Канадского бюро по международному образованию, благодаря полученным в учебном заведении навыкам, многие из его выпускников смогли устроиться на более высокооплачиваемую работу, а кому-то не пришлось уезжать на заработки за рубеж. Не каждый может выдержать такую нагрузку, особенно когда тебе всего 11 лет. Но Амина Разбекова осознанно посещает 2 школы. Домашние задания девочка делает по утрам. Когда заканчиваются уроки в обычной школе, она отправляется на другие занятия профессионального непрерывного образования, где более углубленно изучаются выбранные студентом предметы. 28, 35.
Сейчас 11-летняя Амина изучает английский язык, а предыдущий год девочка посещала курсы ментальной арифметики. Окончив их, даже принимала участие во Всемирной олимпиаде в Дубае, где оказалась лучшей из 700 других учеников разных стран мира в возрасте от 7 до 17 лет. Чтобы достичь такого результата, Амине понадобился лишь год изучения и практики альтернативных принципов счета. Решать эти задачки. Сначала я училась не очень так по школе, и как только начала это решать, я стала лучше по математике. Было трудно, конечно. Там было 700 с чем-то людей, и старше меня участвовали. И вот там мы были 6 дней с папой. Там было очень круто. В школе профессионального непрерывного образования Университета Центральной Азии в городе Нарын таких учеников немало. Учебное заведение предлагает разные программы желающим от 6 до 60 лет. Высококвалифицированные преподаватели обучают английскому, китайскому, турецкому, немецкому, русскому и кыргызскому языкам, бухгалтерскому учету, информационным технологиям и компьютерной грамотности. Также учебное заведение готовит выпускников общеобразовательных школ к общереспубликанскому тестированию и предоставляет возможность поступить в лучшие международные университеты. Длительность курса варьируется от 1 до 5 месяцев, а стоимость обучения вполне приемлема для жителей Нарынской области. Лучших учеников, представивших перспективный бизнес-план, по окончании обучения поощряют грантами на развитие, либо предлагают кредиты на приемлемых условиях. В бухгалтерском учете в основном, да, женщины, но в программе предпринимательства в основном мужчины. И те слушатели, которые переезжают обратно из России, из Казахстана, мигранты. Мы их встречаем, мы им помогаем, чтобы они начали свой бизнес в Нарынском регионе. Стоимость курсов программ приемлемы, дешевле, чем в Бишкеке. Например, курс английского языка на 3 месяца стоит 3500 сом. Школа профессионального непрерывного образования функционирует в городе Нарын с 2006 года. Каждый год в ней проходит обучение от 1500 до 2000 человек. За прошедшие 13 лет учебное заведение окончили более 35 тысяч человек. Один из них – талант Ниязбеков. 3 года назад он был слушателем на курсе предпринимательства, а после открыл магазин для туристов, где продает исключительно экологически чистую продукцию под брендом «Сделано в Нарыне». Все сувениры на его прилавках сделаны руками местных ремесленников. Наша цель – поддержать наших местных умельцев, дать возможность молодым найти применение своим талантам. У нас много есть таких мастеров. Делают эти вещи у себя дома, а потом приносят их к нам. У иностранных туристов хорошим спросом пользуются, например, такие футболки, которые тоже произведены здесь. На них принт с национальной символикой. Туристам нравится. Процесс приготовления сложный. Сначала масло, яйца, все это ставится на огне и варится. Жительница Нарына Джамал Максутова также окончила курсы профтехлицея. Технолог с многолетним стажем. Она первой в городе Нарын открыла цех по производству кондитерских изделий. Начинала у себя на кухне, пекла торты и продавала их на рынке. Сейчас в ее цехе пекут около 10 видов тортов. Трудоустроены 10 человек. Все рецепты авторские. Джамал Максутова придумывает их сама. Кроме тортов, они изготавливают 15 видов печенья. Я сама технолог, я свою работу хорошо знаю. И, как можно сказать, имела опыт работы. До этого работала в Бишкек-Нам 15 лет. Потом я начала свое дело. Когда Союз после развала Союза я открыла свое дело. Цель обучения – это было расширение производства. Грамотно, как составлять проект, как это самое. Все обучались, да. В смысле, как сказать… Я рада была там, что училась, и собираюсь дальше. Если бы они обучили бы, я бы училась во Франции где-нибудь и посмотрела бы там французские эти макароны, там известные, как у них производство. Насколько такое дополнительное образование оказывается полезным для жителей региона, оценили представители Российской высшей школы экономики и Канадского бюро по международному образованию. Согласно их наблюдениям, подавляющее большинство выпускников школы профессионального непрерывного образования смогли поступить в высшие учебные заведения, устроились на более высокооплачиваемую работу, создали или расширили свой бизнес, а также смогли приобрести навыки, благодаря которым им не пришлось уезжать на заработки за рубеж. Болтисаев, Джанарбек Дугдурбекулу, НТС, Нарынская область.
Турнир памяти тренера. Того человека, который открывает перед тобой новые возможности, который находит в тебе то, чего не видят другие. В эти выходные в Бишкеке состоялся турнир, посвященный памяти заслуженного тренера Кыргызстана Виктора Полубабкина, кавалера Ордена Трудового Красного Знамени, отличника физической культуры СССР и Кыргызстана. Он 58 лет проработал в Академии физической культуры и спорта, 17 из них в институте. В этот раз почтить память спортсмена пришли близкие коллеги Виктора Полубабкина. Отдавали дань памяти сами участники, которые состязались в различных видах программы. Кубат Кубанычбек-Улу продолжит тему. Торжественное построение и слова напутствия от известных спортсменов Кыргызстана. Живые легенды легкой атлетики Марат Саралаев и Евгения Богданова лично приветствуют молодых спортсменов. Сегодня замечательный день. Мы вспоминаем о нашем учителе, выдающемся тренере. В манеже Академии физической культуры и спорта состоялся турнир по легкой атлетике среди юношей, посвященный памяти заслуженного тренера Кыргызстана Виктора Полубабкина, воспитавшего целую плеяду сильнейших легкоатлетов международного класса и участников Олимпийских игр. 17 лет тренер проработал в Институте физической культуры и спорта. Виктор Халамович внес очень большой вклад в дело подготовки специалистов. Он работал на кафедре легкой атлетики. И кроме этого, он в течение 17 лет был проректором по учебной работе, то есть первый проректор, и учебную работу он знал превосходно. И как тренер он был выдающийся тренер. Он подготовил не только мастеров спорта по многим видам спорта, легкой атлетики имеется в виду, но и подготовил рекордсменку мира Веру Корсакову, которая в беге на 80 метров с барьерами установила мировой рекорд. Его человеческие качества, которые подчеркивали здесь, вот это было его основное. Вот те ученики, которые сейчас вот со мной общаются, они говорят, это был настоящий отец. Он не только тренировал, не только достигал вот этих успехов, он даже спрашивал тебя, ты почему так одет? Ты почему не... Ну, то есть по-отцовски они его все любили. Всего были разыграны 14 комплектов медалей, за которые боролись около 100 спортсменов. Среди них студентка 3-го курса Ангелина Тяпова. На забеге в 60 метров с барьерами молодая легкоатлетка не оставила шансов конкурентам. Уже в 10-й раз она оказывается в числе лучших. Но для меня этот результат немножечко слабенький. Я буду готовиться и в следующий раз покажу все лучшие результаты. В дальнейшем, для начала, зимой я хочу выплыть мастера спорта. Знаете, 60 метров с барьерами, 100 метров с барьерами – очень сложный технический вид. И я очень рада, что я попала именно на этот вид, он мне нравится. Желающих принять участие в турнире оказалось немало. Все они представители разных возрастных групп. Молодые спортсмены состязались по 7 дисциплинам. Это бег на 60 метров с барьерами, 100-метровка, прыжки в длину и кросс. И все мероприятия были посвящены памяти тренера, который покорял вершины большого спорта, устанавливал рекорды, прославляя легкоатлетическими подвигами страну. Кубат Кубанычбек-Улу, Урмат Мамиталиев, НТС. Из-за снега и гололеда накануне на трассе Бишкек-Ош образовался автомобильный затор. Пробку устраняли в течение 2 часов. На стратегической автодороге ввели временное ограничение движения. Для водителей организовали пункты обогрева и горячее питание. А сегодня, как сообщили в МЧС, дорога в Сусамырской долине, а также на перевалах Алабель, Туяшу и Кукбель была расчищена полностью и проезд восстановлен. Сотрудники дорожно-эксплуатационных управлений продолжают работы по очистке трассы. Высота снега на некоторых участках составляет от 40 до 80 сантиметров. По данным ведомства, снежная лавина предварительным объемом 2000 кубометров сошла в 2 местах. Длина составила 40 метров, ширина 10, высота 2,5 метра. Также МЧС напоминает и о штормовом предупреждении. В Кыргызстане в эти дни ожидаются сильные морозы. Прогнозируется значительное понижение температуры воздуха в Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской областях. На дорогах снежные заносы, накат и гололедица. А для горожан выпавший снег стал только забавой. На авторынке Кудайберген появились необычные скульптуры из снега. Пользователи соцсетей выложили в интернет фотографии забавных снежных скульптур. По сообщению авторов публикаций, зимнее творчество принадлежит продавцам рынка. Это были главные новости на сегодня. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.